Учебник «История Абхазии с древнейших времен до наших дней» для 10-11 классов стал объектом судебного разбирательства, а его авторы, известные абхазские ученые, академик Олег Гашба и профессор Станислав Лакоба, вызваны в суд в качестве ответчиков. Данный учебник подвергается нападкам не первый раз. Со слов ученых, Абигей, именно это обстоятельство вынудило их публично выразить свое отношение к данному факту открытым письмом. По мнению доктора исторических наук Аслана Авицба, книга по истории Абхазии не должна подлежать осуждению. Все вопросы по самой книге должны обсуждаться в стенах научных и учебных заведений. Если учебники вышли, их судить нельзя, ибо это свидетельствует о том, что раньше общество училось неправильно и, может быть, даже приведет это к желанию кое-кем переписать свою историю. А это нельзя делать ни в коем случае. Мы знали, что фактически одной из причин нашей войны с Грузией является попытка переписать нашу историю грузинскими учеными в политических целях. Если мы сами сегодня начнем судить свои же учебники по своей истории, это доведет нас не до тех целей, которые мы себе ставим. В чем суть искового заявления, ученые знают лишь понаслышке, так как сам иск не видели. Да и нам не удалось узнать суть иска у самого заявителя. Вопрос больше к 13 параграфу 4 главы «Досрочные выборы президента Абхазии в 2014 году». По предположению Аслана Авицба, иск поступил не на всю книгу, а на отдельную фразу. Я самого иска не видел, но насколько я знаю, там людей, которые требуют судить учебник, не нравятся события или то, как освещены события 2014 года. Там даже не обо всех событиях идет речь, там идет речь о некоторой фразе, что вот Лакербая обещал подать в отставку. И насколько я знаю, там речь идет о том, что Леонид Иванович говорит: я публично такого заявления не делал, и писать об этом в учебнике значит оскорбить мою честь и достоинство. Кандидат исторических наук Аслан Салахай убежден, что сама идея судить учебник или книгу под названием «История Абхазии» кощунственная и не соответствует интересам нашей страны. По словам ученого, у многих может не совпадать мнение с авторами, но придавать суду книги недопустимо. В основе учебника лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии, не изолировано, а в тесном взаимодействии с другими цивилизациями. Это, в общем-то, достаточно неординарный случай, когда книга, тем более учебники, на них подают в суд. В конце концов, почему, скажем, лично я и подписывал это письмо, там прямо указано, если что-то не нравится, наверное, в любом учебнике есть недостатки, и в этом тоже есть то, что может не нравиться мне и другому человеку и так далее. Но я думаю, это было бы вполне обсуждаемо и вполне решаемо не на таком уровне. Потом я не понимаю, как выносить какие-то вердикты, по поводу написанного, в книге. Не знаю. Потому я лично считаю, понимаете, так, любую нашу работу, любую. В конце концов, кто-нибудь так может, кому она не понравится, подать в суд. А вы знаете, у нас выходили очень спорные книги, в Абхазии, за которые было много разговоров, но вроде бы до судов еще дело не доходило. Учебник «История Абхазии с древнейших времен до наших дней» для 10-11 классов вышел в сентябре 2016 года. Сегодня именно по этому учебнику преподают историю нашей страны во всех школах. 13-й параграф учебного пособия не раз вызывал несогласие многих с оценкой его авторов о том, что политические события мая 2014 года, приведшие к смене власти, не вышли за рамки конституционного поля. Рената Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.